Приветствую всех на игре «Города-реки». Наверняка многие из вас в детстве играли в эту замечательную игру на бумаге. Мы решили, что придавать забвению такие полезные и интересные занятия никак нельзя. Ведь эта игра имеет массу достоинств. Помимо веселого времяпрепровождения, это еще пополнение словарного запаса и расширение кругозора. Познакомимся с нашими игроками. Игроки, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Михайлова Антонина. Я учусь в Северо-Восточном федеральном университете на географа. Здравствуйте, меня зовут Филиппов Тит Владимирович. Я студент 3-го курса СВФУ. Обучаюсь на гидрометеоролога. Прекрасно. Для начала определим, кто начнет игру первым. Для этого я задам вам простой вопрос. Ваша задача — ответить на него максимально быстро. Знаете ответ, нажимайте кнопку на тумбе. Итак, внимание, вопрос. Какой из этих народов проживает в России? Агулы, мадурцы, баски? Тит? Баски. Это неправильный ответ. Антонина, у вас есть? Мадурцы? Это неправильный ответ. Вы дали неправильный ответ, и правильный ответ, конечно же, агулы. Это одна из малочисленных народностей, проживающих на территории Дагестана. Я задаю вам следующий вопрос, который определит очередность начала игры в первом туре. Внимание, вопрос. Чак-чак – это национальное блюдо татар и башкир или чеченцев или чувашей? Антонина? Татар и башкир? Это правильный ответ. Вы будете начинать игру первой. Давайте усложним задачу. Назовите город, страну и реку на букву А. Город, страну, Мгм. город Архангельск, страна Австралия, река Амазонка. Амазонка. Да, круто, молодцы. На Б, может быть, можете. Бразилия, страна, город. Британия это город? не Это город. страна? Это, Страна. Ну, Бразилия будет вернее, Ага. да. А город на Б? Борисовка, Реку на Б. река Байкал, Австрия. Архангельск. И на букву А реку. Амазонка. Город, страну. Город на А, страна на А и Австралия, реку. давайте. Тогда это страна, хорошо. Австралия. Город на А, Город на... Астана. страна и река. И река на Амга. Ну, правильно. А на Б может быть? А. На Б. Вспомните. Тоже страна. Да. река, Ага. Б. Ну, давайте Боливия, страна. И река. Не, сейчас. Байкал, Ну, это... озеро. Да. На букву В нужно назвать город, страну и реку. Ну, река это сразу Волга, Ага. получается. Волгоград. Ну, Волгоград и страна такая. Страна Венгрия. Венгрия. Командная работа. Супер. Давайте тогда на Д. Да. Ага, все то же самое. Река Днепр. Днепр. Страна... Что можно сказать? Дания. Дания. Ага. И город Город Донецк. 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 Так, получается город Белгород, страна Белоруссия и какую И реку. реку? Бирюса. Есть река, да? Ну да, потому что река. вот получается я в Красноярске, там есть деревня такая, называется, получается, Покатеево. И получается, там живет моя прабабушка, и я к ней езжу, и там есть бирюса протекает. Какой вы молодец. А может, на В знаете? Давайте на В то же самое. Город, страна, река. Так, получается, можно Владимир использовать опять же? Нет, давайте другой город. На В В. много же. Не обязательно российских, но можно Ага. российских. Вашингтон, допустим. Вашингтон. Дальше на В страну, да? Венгрия. И река, да? В нашей республике. Тут получается... А в нашей республике реку на В. На В. Она довольно крупная. Но это приток. Приток, да? Приток Лены.
Так, Какая ваша школа? городская классическая гимназия номер 8, 11 класс. Вот. Не посрамите честь. Это вы специально, да? Вилюй. Оу. Ну, может, у вас другие варианты есть, рек на В. Другие варианты на В. Так. Вылетело из головы, да? Игра проводится между командами, которые отвечают на вопросы по 4 блокам: город, регион России, страна и река. В каждом блоке по 6 вопросов, которые задаются по очереди. После зачитывания ведущим вопроса на обдумывание каждого ответа дается 20 секунд. В студии работает таймер. Если игроки сразу знают ответ, они могут не дожидаться окончания работы таймера и ответить на вопрос. За каждый верный ответ засчитывается 1 балл. Если игроки отвечают неверно, право ответа переходит к команде соперников. Итак, первый тур, он посвящен городам. Антонина, вопрос адресуется вам. В каком году Донецк и Донецкая Народная Республика вошли в состав России? 2022. Это правильный ответ. Тит. Ведущая роль в экономике Донецка 1970-1980-х годов была за угольной промышленностью, машиностроением или градостроительством. За угольной промышленностью. Это правильный ответ. Антонина. Месторождение каких полезных ископаемых не найдено на территории Донбасса? Мрамор, ртуть, нефрит. Нефрит. Это правильный ответ. Тит. Известно, что флаг ДНР имеет 3 цвета – красный, синий и черный. А что означает черный цвет флага? Наверное, угольная промышленность. Вы совершенно правы, действительно символизирует уголь Донбасса, плодородную землю. Антонина, зимой 2014 года, в самый разгар Майдана в Киеве, пошла первая волна сноса памятников советской эпохи. Каких статуй она касалась в первую очередь? Ответа нет. Не будет ответа. Тит? Ленина. Это правильный ответ. Тит, в Донецке есть улица Артема. Памятник Артему. А кем был этот Артем? Шахтером, революционером, партизаном? Наверное, шахтером. Антонина? Партизаном. Нет. Правильный ответ – революционером. Первый тур завершен. Антонина, вы сказали, что вы студентка первого курса, правильно? Да. Ну и как вам дается обучение на географа в нашем университете? Я перевелась только в начале апреля. И сейчас пока мне все нравится, очень интересно. Мне мой любимый предмет на данный момент – это картография. Отлично. Но я думаю, что ваши ответы подтверждают ваши интересы географические. Вы, в принципе, дали несколько правильных ответов. Ну и это похвально. Но я думаю, что Тит в этом смысле опередил Антонину. У вас было гораздо больше ответов. Тит, какие ваши интересы, кроме учебы? Ну, мои интересы – это путешествия, кемпинг. Мы вот недавно ездили в экспедицию в Бурятию на Саяны, также на Байкал. Так, и цели вашей экспедиции? Мы забирали пробы почв с вулкана. Здорово. Это было по линии университета или какие-то партнерские отношения? Вроде по линии университета. Также мы брали пробы пыли в Нерингри. Это уже как раз-таки партнерское
с Китаем. С Китаем. Да. Здорово. Подведем итоги первого тура, посвященного городам. Антонина, вы дали 2 правильных ответа, Тит 3 правильных ответа. Перейдемте к следующему туру, который посвящен регионам Российской Федерации. Антонина, вы снова начинаете первой. Вопрос адресуется вам. Столица Дагестана. Махачкала. Это правильный ответ. Спасибо за скорость. Тит, как называется город Дагестана, которому официально 2000 лет, а по другим сведениям более 5000, и который прежде называли Каспийскими воротами. Дербент. Это правильный ответ. Антонина, какое море омывает Дагестан? Каспийская. Это правильный ответ. Тит, в переводе с тюркского Дагестан означает страна гор, страна рек или страна озер. Страна гор. Логично, что да, страна гор. Антонина, великий певец Дагестана, советский поэт Расул Гамзатов, автор слов песни «Журавли», по национальности был аварцем, лезгином или даргинцем. Даргинцы. Тит, Аварцы. он был действительно аварцем. Он сам говорил: в Дагестане я аварец, в России дагестанец, а за границей я русский. Тит, как называется традиционное жилище из камня и глины с плоской крышей у народов Кавказа? Мазанка, сакля, яранга. Пускай будет сакля. Это правильный ответ. Второй тур завершен. Антонина, а какие у вас увлечения помимо географии? Помимо географии, я ничем не увлекаюсь. Я люблю сидеть дома и смотреть разные фильмы. Какие фильмы предпочитаете? Корейские. Корейские. Здорово. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете наши вопросы? Кажутся они вам очень легкие, вы их щелкаете? Или есть вопросы, которые вызывают у вас сомнения? Ну, есть легкие вопросы, но вопросы, которые вызывают осложнения, тоже присутствуют. Да. Вот, например, вы не ответили, по-моему, да, по поводу национальности, да, Расула Гамзатова. Вам известен был вообще этот поэт? Нет. Впервые слышали? Да. Ну, я думаю, что уже здорово, можно действительно уходить с этой передачи, по крайней мере, со знанием, что был такой аварский поэт, да, Расул Гамзатов, действительно национальное достояние России в том числе. Тит, куда вы планируете отправиться после обучения? Или впереди есть еще экспедиция у вас? После обучения я планирую работать либо в ТИКСе, либо в УГМС в Якутске. После, не знаю, как получу опыт работы, планирую, у меня мечта такая есть, посетить Антарктиду и космодром. Ух ты! Ага, а откуда интерес к космодрому? С космосом, с ракетами. Все это интересно, мне нравится. А какой именно космодром вы бы хотели? Восточный, который в Восточный. Циолковском находится. Ага. Последний вопрос, между прочим, я задавал вам по поводу традиционного жилища из камня и глины с плоской крышей у народов Кавказа. Вы сказали, что сакля. Вы знали ответ или все-таки показалось, как будто вы угадывали? Я угадал, если честно. Я не Ага. знал ответа. А вот сами эти жилища вам ни о чем не говорят? Яранга, мазанка, сакля? Ну, мазанка, похоже на слово типа мазать. Мгм. Чем-то глиной, может, обмазывают, какими материалами. Мгм. А яранга? Впервые слышу, если честно. Мгм. Между прочим, яранги, кстати, у нас в Якутии также ставят. Я думаю, что мы впервые сегодня услышим еще и не только это. По результатам второго тура Антонина, вы дали 2 правильных ответа, Тит 4. Мы переходим к следующему, третьему туру, который посвящен странам мира. Антонина, вы снова начинаете первой, и ваш вопрос звучит так. Какая валюта в обиходе в Дании? Время вышло. Ваш ответ?
Нет. Ответа нет. Тит, попробуйте. Марки. Правильный ответ – крона. Тит, вопрос адресуется вам. Какой город является столицей Дании? Копенгаген. Правильно. Антонина, какое море не омывает Данию? Балтийское, Баренцево, Северное. Баренцево. Это правильный ответ. Совершенно верно. Тит, какой самый крупный в мире остров входит в состав Дании? Зеландия. Это правильный ответ. Антонина, какой полуостров занимает большую часть Дании? Большая часть. Нет, Ответа нет. Тит? Думаю, что датский, но не знаю точно. Тит – это неправильный ответ. Правильный ответ – Ютландия. В какое образование не входит Дания? Еврозону, НАТО, ЕС. Еврозону. Да, это правильный ответ. Антонина, как оцените свои ответы в этом раунде, посвященному, как оказалось, Дании? Не сильны в этой области? нет. Ну, я тоже так подумал. Но ведь есть огромное количество других стран. Есть ли страны, которые бы вы хотели посетить? Но я думаю, за исключением Южной Кореи, раз вы любите дораму. Я бы хотела еще раз посетить Китай и, наверное, еще Японию. Здорово. Тит, вот у вас были замечательные экспедиции, да, вы сказали. А где вы еще были? Может быть, вы посетили какие-то другие регионы России или были за пределами, как Антонина, нашей страны? Ну, за пределами России я не был. Я посещал вот Глазкилус, там Ленские столбы, Тукуланы, Мулуз. Также был в Быском районе. А какой регион России вы бы хотели посетить? Интересно, Тува и Ленинградская область. По результатам третьего тура Антонина вы дали 1 правильный ответ, Тит – 3 правильных ответа. Мы переходим к 4-му туру, который посвящен, логично, рекам. Да, мы играем в игру «Города-реки». Антонина, первый вопрос адресуется традиционно вам. Назовите реку, которая протекает по территории 10 стран. Нил. Это неправильный ответ. Тит? Дунай. Это Дунай. Правильный ответ. Тит, в какой стране берет свое начало река Дунай? Румыния. Антонина. В Польше. Правильный ответ – Германия. Антонина, куда впадает Дунай? В Польшу. Это неправильный ответ. Тит. Черное море. Это правильный ответ, конечно. Ау. Черное море. Тит. Дунай по протяженности и полноводности в Европе занимает 2-е место. Какой реке он уступает? Волга. Это правильный ответ. Антонина, через какой приток Дуная переходили войска России во всех русско-турецких войнах, чтобы атаковать противника? Прут, Янтра, Тиса, Сирет. Сирет. Это неправильный ответ. Тит. Прут. Правильный ответ. Прут. Вы совершенно верно ответили. Тит. На берегах Дуная расположены десятки городов, в том числе 4 столицы. Назовите хотя бы 2 из них. Будапешт и Бухарест. Не совсем точны. Вы, Антонина? Попробуем.
Есть ответ? Германия и Франция. Увы. Правильный ответ – Вена, Братислава, Будапешт, Тит и Белград. Конечно же, этот ответ, увы, мы засчитать не можем. Я думаю, результаты нашей игры не составляют никакой интриги. Антонина, у вас 0 правильных ответов, Тит 4 правильных ответа. Таким образом, у Антонины 5 правильных ответов за всю игру, у Тита аж целых 14. Я думаю, что на сегодняшний день это рекорд. Не посрамили честь гордого института и своего университета. Какие ваши ощущения после игры? Я думаю, что своим присутствием вы украсили нашу передачу. Как вам в целом показались вопросы? В каких областях вы, как будущий географ, думаете, нужно подтянуться немножко? Игра мне понравилась, но я думаю, вот на тему рек. Я просто не люблю предмет гидрологии, вот у меня с реками все плохо. А там, куда впадает этот вопрос, я вообще что-то затупила. Ну ничего, я думаю, что первокурсница это еще простительно, потому что мы с вами только учимся. Тит, как вам игра, как оцениваете сложность вопросов? Нам стоит их усложнить? Вот как вы студент 3-го курса Института естественных наук, нам подскажете, или наоборот упростить? Ну, большинство вопросов довольно-таки легкие. Есть, конечно, сложные вопросы про историю. Многие географы могут и не знать. Я благодарю вас за игру. Желаю вам успехов в экспедициях будущих, в учебе, ну и, конечно же, на профессиональном поприще. До свидания. До свидания. Это игра «Города-реки». Игра, где мы узнаем друг о друге и о мире чуточку больше. Хотите сыграть? Тогда мы ждем вас.